Good day, students. We begin our lesson. Grade 7, Unit 8, Healthy Habits, lesson number 2. The theme of the lesson is discussing healthy habits and healthy living. The learning objectives. The first one. Use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics and some curricular topics. The second one. Use a growing variety of future forms including present continuous with future meaning on a range of familiar general and curricular topics. Assessment criteria. Learn and use specific vocabulary to talk about some curricular topics. Use grammar with future forms with including present continuous with future meaning. I want you to present new words. Captain, капитан, captain. Supporter, фанат, supporter. Champion, чемпион, champion. TV reporter, телерепортер, TV reporter. Finalist, финалист, finalist. Manager, manager, manager. Owner, владелец, owner. Referee, судья, referee. Sponsor, sponsor, sponsor. Loser, проигравший, loser. Trainer, тренер, trainer. Now students watch the video about grammar. Конструкция to be going to do something. To be going to do something не означает идти сделать что-то. Она означает собираться сделать что-то. Рассмотрим пример. I'm going to my friend. Я иду к своему другу. I'm going to visit my friend. Я собираюсь навестить своего друга. Какая разница между этими фразами? Почему нельзя обе перевести как «я иду»? В первом случае после going to идет существительное friend, поэтому здесь мы переводим как «я иду». Во втором же случае после going to стоит глагол visit – навестить, поэтому мы это предложение переводим как «я собираюсь навестить». I'm going to do something – я решил что-то сделать. Имею такое намерение. I hear Mike has won some money on the lottery. What is he going to do with it? He's going to buy a new car. Я слышал, что Майк выиграл деньги в лотерее. Что он собирается с ними делать? Он собирается купить новую машину. This food looks horrible. I'm not going to eat it. Эта еда выглядит ужасно. Я не собираюсь ее есть. I'm going to the party tonight. What are you going to wear? Я иду на вечеринку сегодня. Что ты собираешься надеть? Are you going out this evening? No, I'm going to write some letters. Ты куда-то пойдешь сегодня вечером? Нет, я собираюсь написать несколько писем. Если мы говорим о том, что собираемся куда-то пойти, то у нас получается фраза going to go. 2 раза go. В разговорной речи инфинитив go часто опускается, и получается более короткая фраза going to. I'm going to go to the swimming pool tonight. I'm going to the swimming pool tonight. Я собираюсь пойти в бассейн сегодня вечером. Оба варианта правильно. I'm doing или I'm going to do. В предыдущем уроке мы говорили, что present continuous выражает то, что было запланировано заранее. I'm going to do something означает, что я решил что-то сделать, но, возможно, еще не запланировал, когда именно это сделать. My computer is so slow. I'm going to buy a new one. Мой компьютер такой медленный, я собираюсь купить новый. То есть я уже решил купить новый, но еще не определился, когда именно это сделаю.
The windows are dirty. Yes, I know. I'm going to clean them later. Окна грязные. Да, я знаю. Я собираюсь их помыть позже. То есть я уже решила это сделать, но еще не знаю когда. Но часто разница между I'm doing и I'm going to do очень незначительна, поэтому не будет ошибкой употребления любой из этих форм. Конструкция to be going to также употребляется для выражения того, что может случиться в будущем. The man cannot see where he is walking. He's going to step into the puddle. Человек не видит, куда идет. Он сейчас наступит в лужу. It's already 8:55. You are going to be late for school. Уже 8:55. Ты опоздаешь в школу. В прошедшем времени I was going to do something означает, что я собирался что-то сделать, но не сделал. First, we were going to travel by train, but then decided to fly. Сначала мы собирались поехать на поезде, но потом решили полететь на самолете. I was going to leave the house, but returned to get my case. Я собирался выходить из дома, но потом вернулся за кейсом. Также мы можем сказать, что что-то могло произойти, но не произошло. You have taken your umbrella, but why? I thought it was going to rain, but then the sun came out. Зачем ты взяла зонт? Я думала, что пойдет дождь, но потом вышло солнце. Подписывайтесь на наш видеоканал и заходите на наш сайт englishsecrets.ru. Мы откроем вам еще много секретов английского языка. Учитесь вместе с нами! According to the video, write the sentences in affirmative, negative, and questional forms. The next task is answer the questions in written forms. Task number 3. Match the sentences 1-7 with plans and predictions A.G. Home task. Make up 10 sentences with structure to be going to do. The second. Using new words, make up the topic. Thank you for attention. Goodbye and good luck.